Салам, достор! Сегодня я в новом проекте, который вы можете лицезреть на канале YouTube Максата Канаева, и в интересном месте, где необычный интерьер и корейская кухня, южнокорейская кухня. И вот передо мной уже приготовили, поставили такой бульончик, ледяной, прям со льдом. Он называется, господи, как он называется? Что-то такое, да. Я не сильна в корейском языке, так что уж простите меня. Тут вот мясо приготовили, которое я буду жарить, начинки, овощи, вода. Ну что, поехали. Для начала, наверное, водой запасусь. А вдруг что-то острое, хотя я просила не острое, потому что я избегаю острых продуктов. Вот, ну мало ли что. Здоровья, дорогие друзья. Так, ну поехали. С чего бы начать? Начнем, наверное, все-таки с бульончика. Необычный бульон. Ну, наверное, для тех, кто увлекается корейской кухней, обычный, для меня необычный. Я чаще, потому что все-таки ем европейскую кухню. Лапшичка тут, яйцо, редька, огурчики. И вот для меня удивительно, что лед плавает. Соус прикольный. Ну что, мой дебют в жарении мяса в корейской кухне. Такая вот печка интересная. Что из этого получится, не знаю. Так, развернем его. Ох, с какой скоростью оно жарится. Так что нагревается. Вот это да. Так, это у нас что, видео или что получается, не знаю. Ну так вот, дорогие друзья, о чем мы с вами поболтать? Наверное, о том, какой сегодня был у меня день. Пригласили меня передачу буквально в последний момент, и я в это время была на выступлении, выводила красавицу-невесту на ее вызовку. Вот так вот, под песню «Апаксию». Такая вот необычная, очень трогательная, милая традиция, которой я невероятно горжусь, в которой я принимаю участие уже, наверное, лет 5 или 6, если мне память не подводит. Так, сделаем вот так. Думаю. Сказали, что можно вот это в листочек положить. Следую инструкции, если я ничего не забыла. Это острое, не будем есть. Здесь что у нас? Я так всегда проверяю, острое или не острое. Так, сюда это. Вот это. Ну, по цветам очень красиво. Я не знаю, как на вкус пока что. Но выглядит очень даже симпатично. I'm sorry, дорогие корейцы, если я неправильно что-то делаю. Это даже не крымская, крымско-белорусская версия корейской кухни. Достаточно полезно. Я, кстати, приверженец полезной кухни и, в принципе, правильного образа жизни и правильного питания. Если кто подписан на меня в социальных сетях, то они уже вольно или невольно об этом знают. Стараюсь заниматься иногда йогой, иногда спортом. Стараюсь питаться правильно. Ну, безусловно, иногда по настроению или в компании, где там бывает пицца, грешу, бывают сладости, но в принципе в большинстве я употребляю все-таки больше овощей и фруктов, меньше жареного, меньше жирного, все такое более постное, менее соленое. В общем, pp.
когда получила приглашение на эту передачу, подумала, что слушать и говорить одновременно вообще-то неприлично. Но раз формат передачи такой, я решила сделать исключение. Решила сделать исключение, и вот сегодня кушаю вместе с вами в вашей компании. Кстати, многие очень интересуются, где я родилась вообще, откуда я приехала, из Нарына, с южного берега Иссык-Куля, есть такие предположения. Вот кто еще все-таки не знает, я приехала из Беларуси, из города Витебска, где проходит славянский базар. Вот. Вкусно. И более того, вот здесь уже нахожусь сравнительно уже много лет. Я попала сюда, так как моего папу перевели по работе. Мой папа был министром легкой промышленности в Кыргызстане и позднее первым послом Республики Беларусь. Собственно говоря, таким образом я оказалась вот здесь у вас. А теперь и у себя уже, потому что это Кыргызстан стал моим однозначно вторым домом. Однозначно, даже, наверное, равноценным. Еще одним домом в Беларуси и здесь, чем я очень горжусь. Более того, что интересно, мега веселый ведущий и создатель проекта, именно этого, которого вы сейчас смотрите, Максат Тунай, учился со мной в одном университете, в Американском университете Центральной Азии, вот так. И на одном факультете. Вот. Так что мир тесен. Никто вообще не мог предположить, что в будущем два политолога, один станет известным ведущим, а второй политолог станет певицей профессиональной. Вот так вот жизнь непредсказуема. Ну, что надо отметить, что для меня принципиально важно, когда ты чем-то одно дело увлекаешься, другое дело, когда ты уже считаешь, что это твоя профессия, ты обязательно должен получить образование и в этой сфере, в этой области. И я не понимаю, честно говоря, тех людей, которые профессионально чем-то занимаются, а как бы все равно это продолжается на любительском уровне, потому что у них нет специального образования и подготовки. И мне кажется, что это неправильно. Вот. И когда я решила, что все-таки увлеклась уже очень серьезно музыкой и пением, решила, что все-таки выберу эту специфику и буду певицей в будущем. Я поступила в консерваторию, эстрадное отделение вокала. И, собственно говоря, закончила консерваторию. У меня 2 высших образования, политолог и эстрадное отделение вокала певица. Так что я поющий политолог. Вот так. Кстати, все журналисты, все интервью начинаются с одного вопроса. Почему, Юлия, вы поете на кыргызском языке? Это, наверное, такой самый популярный вопрос всех телепередач и всех журналистов. Да и слушатели в том числе очень часто пишут в социальных сетях такие вопросы. Начала петь исключительно случайно, это не было вообще какого-то запланированного специального плана. Никто там, некоторые думают, специально Юлия решили петь на кыргызском языке для того, чтобы покорить сердца кыргызов там, и так далее. Такого плана на самом деле не было. Я все исключительно делаю, называется, по зову сердца. Вот, и первая сама песня, кто не знает, это была не Апаксию, это была песня Тубинбая Казакова «Джангл», которую я исполнила на кыргызском языке, она мне очень понравилась. Я связалась с самим Тубинбай Бате, вот, и познакомилась с ним, и любезно попросила его, не могли бы вы, пожалуйста, так как я закончила американский университет, я знаю, что такое авторские права, которые нельзя нарушать, если вы исполняете песню другого человека, другого автора, то вы обязательно должны спросить разрешение, вот, или получить это разрешение в письменном виде, чего в нашей стране не все соблюдают, к сожалению. Ну ничего, когда-нибудь мы до этого дойдем, куда-нибудь дойдем. Вот. И таким образом первая песня в мой репертуар попала в Джангл.
Грибая Казакова. И после этого уже пела я чаще, даже, наверное, первоначально не кыргызские песни, а пела именно каверы какие-то известных исполнителей. А когда уже поняла, что именно моя карьера складывается в творческой русле больше, да, чем в сфере политолога, я решила, что обязательно нужно исполнять красивые песни, которые близки моему сердцу. И просто поразительно, что мне, в принципе, искать не пришлось. Очень много авторов обратились ко мне и предложили свои песни. И прям это была моя большая удача. И я даже, признаюсь честно, даже еще и выбирала и думала, эту песню я буду исполнять или не буду. И выбирала исключительно, чтобы была очень красивая музыка, не примитивная. Для меня это тоже очень важно. Я не люблю песни жвачки, честно говоря. Я их так называю, я не знаю, как вы их называете, как вы к ним относитесь. Но мне кажется, что песня должна быть с глубоким смыслом и цеплять за душу. Вот. И, собственно говоря, таким образом, после Джангы попала ко мне песня и Джо Барбигами, и Апаксию, и многие-многие другие, которые, надеюсь, вы все знаете и, надеюсь, любите. Вот. Заболталась и не кушаю. Надо попробовать вот это. А то с вами интересно болтать? Ну, тут еда остывает, извините. Необычный сок. Тут есть чесночок опасный такой. Если я сейчас его съем, после этого все съемки и выступления надо будет отменять. Поэтому чесночок я не буду кушать. Спасибо большое за ассортимент, но пожалеем моих слушателей. Вот, кстати, совсем в ближайшем будущем, до того, я готовлю для вас сейчас несколько новых произведений. И одну из песен, которую вы еще вообще совершенно не слышали, не знаете, нового автора. Этот автор доверил мне эту песню. Песня просто неимоверно красивая, философская, о любви, по секрету расскажу. Но не такой глубокий философский смысл, как я и люблю. Наверное, в принципе, как во всех моих песнях, на всех языках и на кыргызском в том числе. И вот, поделюсь с вами секретом. Совсем скоро, до того, эта песня будет на телеэкранах, на радиостанциях, и вы ее услышите. Надеюсь, что понравится. Кстати, почти у каждой моей песни, у каждого клипа есть какая-то история. И предыстория, и история процесса создания. И это так, знаете, цепляет, потому что эта песня становится еще более особенной. Если, допустим, некоторые исполнители борются за количеством песен, им кажется, что нужно больше и больше песен. Я, наоборот, исполнитель такой, которому кажется, что не надо слишком много песен, но зато должны быть песни такие, которые останутся, дай бог, на долгое время для слушателей. В их памяти, в их плейлисте. Кстати, для меня еще большая гордость, что Апаксию уже много лет назад в моем именно исполнении включили в золотой фонд кыргызской музыки. Вот так вот. Я очень этим горжусь. Спасибо вам большое. Еще, раз у меня свободный микрофон такой, и диалог с вами. Очень многие не знают о том, что я бывала и представляла Кыргызстан на очень многих конкурсах, международных конкурсах за рубежом, за пределами нашей страны. Это и Италия, Мальта, Испания, Болгария, Румыния, Молдавия, очень-очень много стран Европы. И откуда я привозила очень много призов.
Вот. И так интересно в жизни складывается, что в тот момент, когда я не была еще, скажем так, широко популярна и признана, а в моих наградах очень мало, практически не писали, не говорили в прессе. И вот, как бы, поэтому вы этого не знаете. Даже есть такая мысль сделать какой-нибудь, наверное, слайд-шоу для моих поклонников, которые появились в моей жизни творческой позже. Сделать, да, какое-нибудь видео, слайд-шоу с предыдущих моих конкурсов, фестивалей, где я участвовала. Такое, знаете, приятные воспоминания. Поделиться с вами вообще, чтобы вы знали, какой большой багаж за спиной моей. А то очень многие заблуждаются и думают, что моя карьера началась с Апахсу. Моя карьера началась с Джамгыртовки. А Апахсу дала, наверное, новый виток моему творчеству, можно сказать. Помните платье, которое тоже назвали Апахсу? Только еды, мне кажется, я не успеваю кушать. Моя самая любимая кухня, в принципе, наверное, румынская и итальянская. Ну, корейская, кажется, тоже достаточно полезно и вкусно. Сегодня маленькое открытие. Так прям изящно, нарезано. Непривычно, признаюсь честно, разговаривать с вами и в это время кушать. Очень непривычно. Я из такой достаточно интеллигентной семьи, где родители всегда говорили, во время разговора кушать нельзя, там постоянно меня поправляли. То-то нельзя, так не воспитанно, так некрасиво делать. И вот такой семье строгих правил я выросла. Кажется, это даже многие замечают. Еще многие интересуются, вообще бываю я за пределами нашей столицы. Бываю очень часто. И в принципе выступала, наверное, везде, кроме Баткена. Баткен, пригласите меня срочно к себе на какой-нибудь концерт. На выступление я обязательно к вам приеду. А так весь Кыргызстан, даже Арсланбек, наверное, все Калас, Джалава тоже, все уголочки Кыргызстана я объездила, за исключением Баткена. И что интересно, большинство моих вот этих вот поездок было, конечно же, это не просто путешествие, а выступление. И по всему Кыргызстану, да, кроме Баткена, я уже выводила много раз невесты молодоженов под Апахсу. Представляете? Так что это такая уже обширная стала традиция. Это здорово. Спасибо вам. Спасибо за то, что вы есть, за вашу любовь, за вашу признательность. Раз такой при микрофон, обязательно хочу об этом сказать лишний раз, потому что мои слушатели, они создают такую замечательную атмосферу, что ради вас хочется стараться, трудиться, что-то создавать новое, придумывать. И, знаете, честно, я очень сильно самокритичная. И когда создаю новую песню или новый клип, вы даже не представляете, какой это для меня тяжелый процесс. Я не сплю ночами, я могу сутками не кушать, и переживать, и обдумывать, передумывать, все там кастинг, монтаж, все везде сама присутствую. Костюмы,
сама придумываю. И я такой, наверное, маньяк работы своей. Жить без работы не могу. Если меня отправить на курорт, допустим, такое бывало один, наверное, раз, я приехала отдохнуть, и я поняла, что через несколько дней лежания на пляже я просто начинаю сходить с ума, и мне обязательно нужно куда-то бежать, что-то делать, что-то создавать, придумывать. Поэтому я, даже если поняла, если я отдыхаю, то мне нужен активный отдых. Активный в плане того, что посещение музеев какой-то активный и, наверное, познавательный и полезный, интеллектуальный и культурно обогащающий. Это обязательно в программе должны быть музеи, экскурсии, выставки, какие-то концерты. Иначе, если несколько дней моей жизни потрачены лежание на диване, на пляже или там, я не знаю, на кровати, я считаю их прожитыми просто зря, вообще потраченными совершенно зря эти несколько дней моей жизни. Поэтому, дорогие люди, мои слушатели, я надеюсь, что вы такие же фанаты своей работы, чем бы вы ни занимались в жизни. И вообще, мне кажется, очень важно, чтобы каждый человек, вне зависимости от того, какой профессией занимается, чтобы любил свое дело. Это просто принципиально важно. И когда говорят, вот, ну конечно, вы же певица, у вас там красивая жизнь, там, вы всегда там в красивых платьях, с макияжем, все вас любят, там, фотографируют. Есть, безусловно, и другая сторона у артистов, у публичных людей. Это когда мы там, я не знаю, на гастроли в дорогу едем, не высыпаемся, живем или ночуем в каких-нибудь автобусах, в совершенно некомфортных условиях, не высыпаемся по несколько суток ради того, чтобы там что-то достичь, чего-то создать для вас или выступить, чтобы порадовать вас. Поэтому всегда есть сторона, которую мы не знаем. Ну, как бы, очень неоднозначно и, наверное, неправильно судить о человеке, любом человеке, любой профессии, когда ты никогда этим не занимался и не был на месте этого человека. Вот. Ну, а, собственно говоря, оказывается, сложно есть. Так вот, возвращаясь к профессии, я думаю, что всегда об этом говорю, что если даже человек работает преподавателем, учителем там, музыки, математики, врачом или же дворником, то любую профессию, любую работу нужно обязательно заниматься ей, если ты ее любишь, свою работу. Это не обязательно, казалось бы, должна быть какой-то красивой профессией. К примеру, да, вот если дворник любит свою работу, он встает утром в хорошем настроении и торопится на свою работу, и подметает улицу настолько чисто, что все люди, которые живут в этом пространстве, где он работает, они настолько благодарны ему, и когда они видят, что он работает, они проходят мимо и просто говорят ему спасибо и улыбаются. И человек получает удовольствие от того, что он на своем месте, от того, что свою работу он выполняет достойно. И не имеет значения, какая это профессия. Но у меня вызывает лично уважение тот человек, который на любой профессии выполняет свою работу достойно и с любовью. Вот это очень важно. Я для вас, наверное, выгляжу как кролик, да? Жующий. Еще, наверное, капуста хруст идет. У меня, кстати, что ни день, то бывают какие-то смешные казусные ситуации на работе. Один раз один ведущий не
скажу, кто, не буду его компрометировать. Забыл сказать о том, что меня хозяева Тои пригласили вывести молодоженов на их Тои. Он просто забыл меня предупредить. И, собственно говоря, звонит мне, когда этот уже Той вот-вот уже должен начаться. Я в это время в другом конце города, на другом Той. И он говорит: Юлечка, прости меня, пожалуйста, ты не убивай меня, но вот так и так, я совершенно забыл, у меня выскочило из головы, я думала, ты ее предупредил, но сейчас у тебя Той выход молодоженов. Я говорю: как это? У меня выход молодоженов в другом месте. Он говорит: нет, у тебя еще выход молодоженов в этом месте. Я говорю: а когда начало? Он говорит: сейчас. Я говорю: как это сейчас? Сейчас я здесь, я не могу же разорваться. Вот, я уже задумывалась не раз, может, мне планировать. Было бы круто, конечно. Можно было бы больше успеть в жизни вообще всего сделать. Вот. И, собственно говоря, это был экстрим. Впервые, наверное, ведущий меня встречал у входа. Там с красным ковром, шучу, но у входа однозначно нервничает и звоня мне каждую минуту говорит: Юлечка, где? Юлечка, ты уже проехала? Юлечка. В общем, кое-как, нервничая, объезжая по кочкам, по пробкам, я экстремально успела и смогла вывести, не подвела, и тех молодоженов. Вот. И кто об этом не узнал, конечно, узнали только мы вдвоем. Тихо друг другу подмигнули, и я сказала: больше так не делай, пожалуйста. Вот там, из разряда таких стрессовых, смешных ситуаций, о которых не знают наши клиенты и наши поклонники. Интересно, мне разрешают это забрать домой? Потому что я, похоже, не успеваю это скушать. Очень много и очень сытно, и очень вкусно. У корейцев дают контейнеры, как курбузов, сука. Не хочу забрать это. Кстати, сейчас очень сильно, помимо соцсетей, развивается YouTube канал. Собственно говоря, и эта передача уходит на одном из YouTube каналов. И это очень круто, потому что мы становимся независимыми от масс-медиа, от газет, от телеканалов. То есть мы уже что хотим, то мы и публикуем. И напрямую со своими слушателями, со своими зрителями, вот так как сейчас, разговариваем без посредников. Это круто. Где нет цензуры, в хорошем смысле этого слова. Где нет ограничений, опять же в хорошем смысле этого слова. Где мы можем просто быть самими собой. И у меня есть тоже свой собственный YouTube-канал. Кстати, подписывайтесь на него, ищите в гугле Юлия Русская Official, и обязательно выйдет мой YouTube-канал. Я как истинный любитель овощей подсела на все зелененькое. Там постоянно публикуются выступления с моих каких-то концертов, иногда даже стоя бывают выступления интересные. Обязательно первым вы увидите все новинки, трейлеры, тизеры моих новых работ, новых клипов. Кстати, еще в этом году я впервые попробовала снять свой влог. Вот, сейчас вспомнила об этом. Никогда этого не делала и не знала, как это вообще делать, и не набирала смелости. А тут вдруг я поехала путешествовать в Санкт-Петербург в этом году. И, как всегда, просто неимоверное количество впечатлений, много концертов, экскурсий, выставок, да и вообще просто сказочно красивый город. И я не могла этим не поделиться, и решила, набралась смелости, и решила все-таки снять небольшой видеоблог. И он есть тоже на моем YouTube-канале. Вы можете посмотреть. Буду вам очень признательна за ваши отзывы, за ваши комментарии, за ваше мнение. Если вам понравилось, то ставьте там лайк, пишите, что бы вы хотели еще увидеть, что вам интересно. И кто знает, может быть, в будущем я еще параллельно с певицей стану и маленьким блогером для вас.
Все возможно. Я надеюсь, не очень сильно хрустит перчик у меня во рту. Вообще надо отдать должное, что в Кыргызстане за все прошлые годы у нас сформировалась очень такая свободная обстановка. И представляете, во многих странах нет такого разнообразия национальностей, культур, вероисповеданий, да? А вот мы можем похвалиться, что у нас и кухни в том числе. Мы можем похвалиться тем, что все национальности живут равноценно, равноправно в нашей стране. И мне кажется, это очень важно. И я, как этническая белоруска, я прям это всегда отмечаю. И мне кажется, что это очень важный момент такой, что все мы должны вот друг к другу всегда относиться, вне зависимости там, от наших отличий по цвету глаз, цвету кожи, там, я не знаю, разрезу глаз, цвету волос, на каком языке мы молимся. Мы все должны друг друга уважать, любить, ценить, просто за то, что мы есть, за то, что мы такие же создания Бога, Аллаха, как и я сам. И поэтому как бы мы просто должны любить всех ближних, да, наших. И вот, не знаю, как мой личный такой посыл, всегда, когда есть свободный микрофон, я об этом не устаю повторять, потому что мне очень хочется, чтобы добрых, отзывчивых людей вокруг просто каждый день встречалось намного больше. А возвращаясь к моей творческой деятельности вообще, кстати, возникает такая мысль, может быть, для вас еще сделать такой сюрприз. Я потому что играю еще на фортепиано. Вот. Закончила музыкальную школу Шубина по классу фортепиано с отличием, с красным дипломом. И моя мама преподаватель по классу фортепиано тоже. Очень хороший преподаватель. Ее ученики не дадут соврать. Все ее очень сильно любят. И вот, собственно говоря, я играю на фортепиано. Кто знает, может быть, когда-нибудь я придумаю что-нибудь и запишу какую-нибудь песню или выступлю на каком-нибудь концерте, где я сяду сама за рояль, на фортепиано, и сыграю для вас что-нибудь. И спою. Кажется, это приправа. Прошу прощения. Вот, а мама же с папой говорили в детстве, что когда болтаешь, когда кушаешь, нельзя болтать, наоборот. Вот, вот когда кушаешь, нельзя болтать. Кстати, некоторые в интернете заблуждаются и пишут: о, Юля, вы стали народной артисткой? Я не стала народной артисткой. Несколько лет назад для меня огромная честь, я получила звание заслуженной артистки. Пока заслуженные артистки, не народные артистки. Народные — это все шутки и сплетни. Вот, но для меня это огромная честь, потому что весь путь, который творчески был пройден до этого момента, знаете, вообще, это даже, наверное, вообще отдельная история, я расскажу вам еще немножко об этом. Очень много было конкурсов, фестивалей, наград, но о которых, к сожалению, вот, как я говорила ранее, не все знают, потому что они их публиковали, не писали из-за того, что в тот период времени я не была популярной такой. И как-то считали, что, ну, я не знаю, по какой-то причине, потому что не хотели писать, ну, не знаю, пусть это останется на их совести, у всех масс-медиа, которые так поступали. Вот. Ну и, собственно говоря, я продолжала для своего творческого потенциала, для своего творческого роста, продолжала ездить на конкурсы, представлять Кыргызстан, привозить награды. Для меня была большая радость, когда в разных странах мира поднимался флаг кыргызский. И он поднимался, и я понимала, что ради меня, из-за меня. Это вообще такое просто какое-то такое сокровенное очень
нереальное чувство, ни с чем не сравнимое, когда ты понимаешь, что, тем более, я белоруска, и ради меня поднимается флаг Кыргызстана, и вот как бы называют страну, что вот Юлия Руська представляет Кыргызстан, и там Юлия Руська получила какое-то место прийти из Кыргызстана. Это вообще просто нереально круто. Вот. И столько много всего прошло. Очень многие, кстати, Джамгыр Тугельбай Казакова была с акцентом написана. И как бы это был такой длительный процесс. Я работала над собой, над своим творчеством и над произношением на кыргызском языке, совершенствовала знания своего кыргызского языка. И это, конечно же, занимало время, годы, очень много сил, энергии. И этот процесс был настолько непростым для меня, что неоднократно мне казалось, что все, это моя последняя песня на кыргызском языке, когда я видела комментарии, что ой, Юля с акцентом поет, ой, вот на чистом языке пела. И вот в таком плане были комментарии. Я расстраивалась, плакала. И я думала, все, последняя песня на кыргызском языке, больше я не буду петь. И, честно говоря, благодаря поддержке моей мамы, ну и благодаря, конечно, авторам, которые предлагали такие очень красивые песни исполнить, я продолжала, создавала все новые и новые песни. И вот это был какой-то такой следующий этап, получается, Джамгыр, потом следующий в моей карьере был такой взлет маленький, это Кызылгуль Медный Кызылгуль. Вышел клип и песня, ее крутили на радио, тоже как бы это первая популярность какая-то, тоже более масштабная. И вот после этого было YouTube, потом Рапсодия, песня была на кыргызском языке. Кстати, слова к этой песне Рапсодии написал Кыялбек Урманбетов, наш кыргызский автор, а музыку написал греческий композитор. Вот у меня даже такие песни есть в репертуаре. И потом появился Апаксию. И вот с каждой песней я так старалась, оттачивала произношение, знание кыргызского языка, что к этой песне наконец мне удалось исполнить ее так, что кыргызы начали писать и говорить, что вот это да, надо же, что на чистейшем кыргызском языке, без акцента, неожиданно. Вот. И меня узнали новые слушатели, которые до этого меня, может быть, не обращали на меня внимания, на мое творчество. У меня появилась еще шире, большая аудитория. Но вот этот процесс длительный, такой достаточно болезненный, не признание, что ли, да, когда ты чувствуешь, что на твое творчество не обращают достаточного внимания, он очень такой, это ранимый процесс для любого творческого человека. Неважно, это певец, художник, актер, там, это очень такой болезненный момент. И когда наконец я увидела вот эти и услышала просто огромное количество положительных отзывов по поводу песни Апаксию, по поводу моего голоса, моего творчества, и я поняла, что вообще это все было, то, что я пережила до этого, это все было не зря. И, кстати, даже, пожалуйста, вам еще такой момент был, когда неоднократно меня вырезали с прямых эфиров до этого, до появления песни Апаксию. Бывали какие-то прямые эфиры на телевидении, и вообще парадоксально, там, допустим, я должна была выступать 13-й, к примеру, там, меня ставили, передвигали до 20-й, 25-й, и в итоге говорили, ой, извините, прямой эфир закончился, там, вы не будете выступать. И вот так было сравнительно часто. Это тоже было очень обидно. Вот, и все это, знаете, все это как бы уже в прошлом, слава богу, да, есть ваша любовь, ваше признание. И вот когда после всего этого пережитого начали меня признавать слушатели, а потом еще и наконец-таки я впервые получила государственную какую-то награду и оценку своего творчества, и мне дали звание заслуженной артистки. Кстати, Сюинчу сообщил мне Эркин Рыскубеков, он позвонил мне 31 декабря, и это было днем, накануне Нового года, и сказал, что Юлечка, вот такая новость, Сюинчу, ты стала заслуженной артисткой. Я говорю, да ладно, хочешь прикалываться. И я не поверила. Он сказал, а я в это время шла с пакетами
с фруктами, овощами, закупилась для Нового года празднования, чтобы готовиться. Я уже была во дворе дома, и я говорю, не может быть, ну что ты прикалываешься? И он говорит, открой новости, Акипресс и прочитай. И я бросаю эти пакеты на снег, я вот как сегодня помню это, бросаю пакеты на снег и начинаю листать в телефоне Акипресс. И в списке, в перечне имен нахожу в этой новости свое имя. Я просто в таком нереальном шоке. И в шоке, радости, такое смешанное чувство было какое-то. И я бегу домой, стучу в дверь, мама открывает, я со слезами на глазах влетаю просто. Мама говорит, что случилось, почему ты плачешь? Я говорю, мамочка, мне дали заслуженную артистку звание, представляешь? И я рыдаю просто, у меня ручьями слезы в глаз. И мы с мамой обнялись прямо у входа. Я бросила эти пакеты все со своим покупками. И мы обнялись с ней, и, наверное, я не знаю сколько, может быть, минут 5-10 стояли обнявшись, плакали, потому что мама знает, как непросто все это мне далось, какой-то был такой большой путь к этому званию, к вашему признанию. И реально мы просто стояли, плакали, мама меня поздравила, потом сказала, ну пошли праздновать, готовиться к Новому году. И вот такой у меня был мега крутой Новый год в тот момент, потому что у меня был двойной праздник. Мне кажется, я уже все, что могла, уже сказала. Осталось только пригласить вас к себе домой на обед или на ужин и забрать все это и доесть вместе с вами. Я нереально рада с вами пообщаться. Подписывайтесь на этот канал, ищите в YouTube мой канал личный, подписывайтесь на меня. И спасибо южнокорейской кухне и этому очень крутому проекту за такую возможность попробовать все эти вкусняшки, пообщаться с вами в открытом микрофоне, сказать о том, что я чувствую, что я думаю, о чем я хотела поделиться с вами. Я вас всех нереально люблю. Вы очень большое место занимаете в моем сердце, в моей жизни, и я желаю, чтобы в каждом доме, в каждой семье, в каждом сердце было счастливо, уютно, тепло, и просто будьте здоровы, любите друг друга, уважайте и цените. Я вас всех люблю. Ваша Юлия Русская. Пока-пока!